Смотрите, ребят, почему я беру йошкар-олынские, как сказать, консервы. Тут мясо настоящее, свинина. Вон. Очень вкусно. Жир, мясо, желе по-настоящему. Так что всем рекомендую. Люкс написано. Тушенка. Йошкар-Ола. Там кашу тоже продают. Каши продают, они тоже очень вкусные. Каши. Там закипает вода. Нельзя туда. Там, наверное, вода закипает. Чайник закипел уже, все. Там вода закипела. Сейчас я бахну консервы. Ну и вот этот суп. Любимый. Для меня это любимый. Супы бывают разные, там производители разные. А вот это, ну, советую всем также. Попробуйте. Думаю, и вам понравится. Вот такие дела. Там уже картошка закипела. И последний ингредиент этого супа, это яйцо. Желток очень большую роль играет в этих добавках к блюду. Скажем, вот вы в бич-пакет разбавляете, обычный бич-пакет, туда добавьте вот это яйцо. Вкус вообще изменится, на 100 раз вкуснее получится. И когда вот этот желток там в бич-пакете там размешиваете, все очень четко получается. Ну и будем так резать. Так, даже не буду, наверное, пачкать я вот этот доску. Вот такая ширли-мырли. Поверьте. Олегу надо верить. Олег не обманывает. Если не получится, я прямо говорю, что я сварил или что я сделал. Но это, думаю, очень вкусно получится. Не знаю, вот только одна штука. Мало ли много будет. Так. Да, я еще одну штуку добавлю. Второе яйцо. Не помешает. Очень вкусно получится. Действительно. Второе яйцо еще туда закину. И будет там вообще обалденный вкус. Надо экспериментировать во всем. Когда закидываете донку там в одном месте, в втором месте. Я вот сегодня в основном закидывал на мелководье, возле песка. Надо еще закидывать, скажем, возле коряг, возле в глубине. Ну, также в готовке там. Один раз добавили, съели, попробовали. Не понравилось, все, забыли про это. Добавляете другой раз другие ингредиенты. И вот так вот чередуете. И что вот на ваш вкус, вот вам что понравится, уже так и будете готовить. Так. Ничего. Так, вот. В щи вот обычно добавляют яйцо. В этот еще добавляют. Ну да, щавель, вот из щавели, когда вот суп варим. Вот. Вот это супец, ребят.
Вот это настоящий супец получится. Что-то новое. В пачковом супе там приправа всяко разная. Морковь, перец, укроп, зелень всяко разная. И туда еще яйцо закинули. Ничем мы не испортили. Вообще идеально. Картошка в меру, самое то. Все, пусть томится, готовится, и будем ужинать. Так. Ну вот, ребят, очередной ужин у нас. Пробуем, что получилось. Ценим. Очень наваристый суп получилось. Очень даже наваристый. Соль вообще не добавлял. Ну, чуть-чуть можно посолить, но я не стану. Вот. Вкусно. Знаете, можно еще третье яйцо было добавить. Я думал, один хватит. Потом второй добавил. А можно еще добавить, да. Ну и прикуску еще почищу лук. Конечно, с супом лучше чеснок, я люблю. Но чеснока нету. Тоже уже свой чеснок, не помню, уже осталось, нет. Ну, в принципе, всю зиму хватило, ели. Уже вот жена каждый год сажает свой чеснок. Ну что, больше на сегодня рассказывать нечего. Все как было я показал. Какая была рыбалка. Не просто дается нам поймать рыбу. Очень много труда надо вложить в это. Есть, конечно, способы полегче. Скажем, закинул сетки и круглые сутки он ловит. Запросто. Но этим зимой мне неохота заниматься. Вот. Было бы интересно показать, конечно, рыбалку с удочкой, но я сегодня очередной раз не нашел ельцов. Вообще рыба не клюет, да и гости, которые вот были сейчас, у них тоже, у Ваньки жена рыбачит, и то же самое говорит, рыба не берет. Почему? Мне нет ответа. Хотел еще завтра капканы проверить. Ну как проверить? Уже надо закрывать. Но завтра я туда не пойду.
Потому что, чтобы это пройти, очень много там придется идти на лыжи, там вообще проваливаешься. Ну, это не к спеху. У меня еще целый месяц впереди до закрытия охоты. И погода еще позволяет. Тепла еще далеко. Тепло. Пусть ловит по возможности. 1200 у нас. Кому интересно, куница шкурка 1200 в этом году. Были 2200, потом за 2000 брали, потом за 1500, потом за 1400. Каждым годом все меньше и меньше. В этом году уже 1200. Почему я это говорю? Потому что это спрашивали не раз у меня. Я не знал. Я только на днях я все это узнал, расценки, наверное, 2 дня назад. Вот мне сказали, и Ванька вот сегодня тоже они сказали, что такая цена. 1200. Ну, это 1200 могут еще придраться, там еще снизить цену, там какой-то дефект найти, там еще что-то там, ну, лишь бы не платить деньги. Вот. Вот поэтому у меня интерес, вообще нету интереса, чтобы бегать за ними, как, ловить их. Выгоды нету. Я вот сейчас с ночевкой приезжал, мне хотелось порыбачить. Для вас заснял фильм, не маленький, потому что уже вторая флешка у меня наполняется. И завтра еще немножко поснимаю. Ну, завтра в основном буду снимать быт и избы. Уборка крыши, веники надо мне для метлы, там прутья собрать. Дальше дрова заготовить для следующего похода. Донки снимем, все это донки уберу. И может быть еще вечером перед отъездом попробую порыбачить. Может быть, но не 100%. Какого-то интереса такого. Ну, я знаю, что уже шансов нету кого-то поймать. Ну, если время будет, то можно, почему и нет. Вот. Ну, все, наверное, на сегодня хватит. Дальше не буду снимать. Я просто тупо поужинаю, чай попью, подкину еще дровишки и просто вот буду лежать. Если усну, усну. Если нет, так буду ждать, когда усну. Много закидывать не стану. Вчера очень жарко было. Вот. Ладно, ребят. Все. До завтра. Завтра увидимся. Пока. Я ужинаю. Очень вкусный суп получилось. Очень. Угу. Горячо, однако. Смотрите, ребята, уже рассвело. А я еще валяюсь. Надо просыпаться. Но на время уже... Время сейчас глянем. Оно уже 8 час. Почти половина 8. 7:28. 2 февраля. Ладно, будем просыпаться. Спешить некуда, вот и валяюсь. Погода вроде сегодня успокоилась. Это снегопад закончился. Чуть-чуть минусовая, наверное. Собака туда-сюда ходит. Думаю, что я сегодня так долго сплю. Вот так вот. Ну вот. Начинается очередное утро. Выспался, ужас. Ой, спина все тоже. Ой-ой. Спина не гнется. Как будто туда кол ткнули в поясницу. Ой.
17 лет. На большом каретном. Где мой черный пистолет? На большом каретном. Даже бересту не буду ложить, она сама разгорится. Угли еще нет. Газку, все. Это просто у меня чудо-печка, ребят. Не знаю, в кадр попало, нет, там, так я закинул дровишек. Слышите? Гудит, прям не могу нарадоваться. Я спал. Один раз я сегодня просыпался, где-то 1:30 времени было. Я подкинул, две полена подкинул. Дверь была закрыта, вот это окошечко было открыто. Но я уже начал понимать, сколько дров мне надо закидывать, чтобы мне было не жарко, не холодно. И постепенно привыкаю вот к этой печке. Первые ночи я всегда подкидывал много туда дров, сырых намного. Но время от времени все равно эти дрова разгораются и становится в избушке, как в бане, жарко. Давайте на улицу выйдем, посмотрим, что творится. Здесь вот у меня показывает минус 5 градусов. Ох. Тулан с ума сходит. Наш буран не узнал. Вот, смотри. Что с тобой? Испугался этого, что ли? Тулан. Не глупый. Сегодня на улице, ребят, такой дубак. Погода так поменялась. Вчера было жарко, а сегодня вообще все скрипит. Сегодня уже начало того, что ударят минус 30 градусов. Потому что через пару дней, наверное, показывало там 30 градусный мороз. Вот. Ну, сейчас сперва так возле избы, как говорил вчера, буду заниматься чем-то. Там уборка снега попробуем, испытаем эту, как сказать, что мы сделали для уборки снега. Снегоуборочные, так и название я и не придумал. Хрен его знает, как и назвать это для уборки снега. Не-то лопата, не-то хрен его знает. Вот. Нарву обязательно ветки для метлы. Проверим донки. И, в принципе, день так закончится. У меня тент опрокинуло вон ветром. Там тент валяется. Вот поэтому, ребят, когда вы после сырого снега всегда убирайте под гусеницами все это дело. Потому что так резко ударят морозы, вот так как сегодня. Это уже начинаются морозы. Это уже все. Дубак. Везде нагадил Тулан, блин. Вот. Смотрите, льдинки какие. Вот. Черные от сажи. И трубу надо удлинить, между прочим. Ладно, сейчас вскипятим чай. О, пошла тяга. Наверное,
я много раз, может, еще буду говорить насчет печки. Но летом, если смогу, я вытащить эту печь. Надо трубу как-то приподнять. Не знаю, вот ручки никакой не придумал, ничего. Если я приподниму трубу, я вытащу печку, то я увезу домой, переделаю эту дверь, на петли поставлю. И еще на плите подровнять плиту надо, потому что плита чуть-чуть погнулась. Вот этим надо мне заняться. Это обязательно мне надо сделать. А так, в принципе, даже Мишка, вот, который в гости вчера приходил в красном, который сидел, он в красной одежде, он говорит, мы, говорит, удивлены. Только, говорит, заслонку открыли, такая тяга, все, началось. Вот. Ну, сами видели, что за печка, как сделал и все остальное. Сейчас сперва Тулана накормлю. Суп разбавлю с едой, с Геркулесом. И Геркулес добавлю суп, он вкуснее съест. Вот умывальник забыл, надо умыться. Снегом опять же придется. Снег холодный. Снегом умыться, конечно же, хорошо ободрит, но комнатная температура воды вообще жесть. Умывальник надо. А снегом и в ледяную воду проруби пусть другие прыгают. У кого здоровья очень много. Вот так вот. Ну, вкуснятину сделаю для него. С удовольствием он съест потом. Добавил черпак супа сюда, хлеб. Ему это понравится. Тула, давай бак чай. Чай. Ой. Поешь, позавтракай. Ну вот. Пусть ест. Проснулся не вовремя. Муха. Вчера повторно я зарядил вот эту камеру, экшн камеру. Дальше подводную камеру зарядил. Powerbank. И отсюда у нас уже получается 30 чем только. 63%, 63% зарядка уже отсюда ушло. Еще на одну зарядку вот этот комплект. Ну, не знаю. Наверное, больше всего берет зарядку вот эта камера. Вот это. Я, кроме этих, еще заряжал вот, как сказать, этот фонарик с Алиэкспресса, который я покупал. Перед покупкой я переписывался с Сашей Устаевым. Он, короче, мне, ну, я поспрашивал, как этот фонарик, ну, порекомендовал. Я тоже вот купил. Он взял зарядки 2%. Всего только 2% отсюда. Ну, так себе фонарик. В принципе, светло. Сейчас этих фонариков куча мало в магазинах, в Алиэкспрессах. Так что выбирайте сами. Я рекламировать ничего не стану, короче. Вот. Ну, я, в принципе, доволен этим. Походы на 3 суток мощно, не жалея зарядки там на подводной камере, на своей камере, на вот этой, как сказать, Powerbank. Вот целый день я был включен, этот Powerbank, 8000. Целый день. Можно еще как-то вот сделать, я не знаю, от Powerbank, чтобы свет был, но... свет, в принципе, я рано ложусь. Я вчера после 7 уже ложился и, между прочим, быстро заснул. Очень быстро. Вот. Но, конечно, вчера погода ужасная была. Это было что-то с чем-то.
Сегодня вот хорошечно, так спокойно, так ветерок и прохлада чувствуется. Вчера жарко было, сегодня холодно. Только, между прочим, только 6 градусов. Чувствуется очень разница большая. Так, ребят, я что-то задумал опять перестановку сделать. Попробую вот развернуть стол. Так, вот так попробую. О, блядь, пала шляпа. Так, если вот так развернем. Так, ножки, конечно, кривые. Падает. Как будто не то. Что-то как-то не то. Хотел для удобства что-то сделать. Надо мне вот нару переделать и стол. Как совсем тоже не то. Ни там, и ни сям. Для меня как-то тоже неудобно, как будто в длину вот так надо. Не, это не понравилось. Нет, как-то не то. Пускай так пока будет. Летом что-нибудь придумаю. Но планировка, конечно, может нары там поменяю, может еще что-то. Сидушка так, пускай будет. Ну, так привычнее, вот как-то удобнее, что ли. Здесь 2 человека может сидеть, там человек, туда может сесть. В круговую можно садиться. Вот. Чуть-чуть вот надо нары, чтобы уже были, во-первых. Во-вторых, стол сюда передвинуть. Эти нары вон туда до конца отодвинуть. И вообще шикарно будет. Я думаю, от окна вообще ужас, как холод идет. Это двойное стекло, а в будущем году, может, придумаю что-то. Вторую раму сделаю. Ну, вторую раму лучше сделать там. На пену поставить и будет все окей. Но пока так оставлю, одним словом. Не понравилось. Развернул там. Не то.